Посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам. В эфире программа «Посредник». Речь пойдет о текущих задачах в сфере сельского хозяйства. Какие из них сегодня являются наиболее актуальными? Как проходит посевная кампания в республике? И можно ли рассчитывать на заполняемость рынка Абхазии сельхозпродуктами местного производства? Об этом побеседуем с министром сельского хозяйства республики Бесланом Джопуа. Здравствуйте, Беслан Цыбович. Добрый день. Итак, какие задачи являются наиболее актуальными сегодня для Министерства сельского хозяйства? Как вы знаете, идет уже третий год освоения программы развития сельского хозяйства. Вот как раз-таки освоение этой программы ежегодное. Но раз вы тему затронули посевную кампанию, для начала нашей беседы хотел бы дать, может, не столь радостную информацию о том, что в этом году, как никогда, наши цифры намного ниже по посевной кампании. Это в основном, наверное, все-таки погодные условия, которые не дали возможность людям заняться своими приусадебными участками. Но я считаю, что это в основном от того, что у людей, у крестьян каждый год все меньше, например, желание выращивать ту же самую нашу традиционную кукурузу. Потому как основное городское население и послевоенное время, и в советское время всегда было традиционно, они находили в своих родовых домах возможность выращивать, обрабатывать землю и тем самым содержать эту продукцию, нашу традиционную продукцию, кукурузу там, и иметь запасы. В этом уже в последнее время основное городское население перестало обрабатывать свои территории, так как она бывает на рынке дешевая и легче купить на рынке для дома пакет муки, крупы или той же самой кукурузы, чем ее выращивать, связываться с этими проблемами, которые обычно крестьяне сталкиваются. И основная проблема, конечно, это то, что у нас сейчас вся сельскохозяйственная растительность подвергается различным заболеваниям. Сейчас буквально на прошлой неделе в Очимчинском районе появилась кукурузная совка. Это такая тоже насекомая или даже червь, который определенно, когда в кукурузе есть влага, то есть когда дожди, появляется эта болезнь, она уничтожает ранние посевные. Мероприятия проводят силами самого района, они выделили из своих бюджетных средств какие-то определенные суммы, и наши МТС занимаются, обрабатывают эти поля. Я думаю, это, может быть, поможет, хотя если дальше не распространится, то это будет, конечно, такая помощь. Это только в Очимчирском районе, да? Пока очаг появился, он ежегодно появляется, когда ранние посевные кампании проходят и продолжительные дожди. Большие ли площади будут задействованы под какие-то сельхозкультуры? Какие именно сельхозкультуры? Было бы интересно узнать какие-то детали. Если о посевной кампании, то я еще раз скажу, что оно лучше выглядит в Гудаутском районе, а так в целом на 40-45% мы опаздываем от прошлогоднего уровня. То есть в такое время было на половину почти обработаны земли, посеяны кукуруза, поля. То есть те, которые обрабатывали, это где-то в этом году 1600 гектаров всего обработано, вместо того, чтобы 2,5 должно было быть в такое время. Но вся кампания пока впереди. Я думаю, что те, кто занимаются этим, кто приусадебные участки, они успеют обработать. По остальным культурам у нас идет продвижение, все больше территории занимают под многолетние культуры. Это уже по проектам. В начале мая заседала конкурсная комиссия по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства в 2023 году. Комиссия рассмотрела 23 коммерческих предложения на сумму более 35 миллионов рублей. Какие проекты были одобрены, положительно были рассмотрены? Из чего исходила комиссия в своем решении? Это не 23, успею поправить, это речь шла о более 123 проектов. Мы рассматривали комиссию, которая отбирала. И вообще-то было намного больше. 2-3 раза больше проектов подано министерству на комиссию, рассмотрение комиссии. Но исходя из того, что всего 100 миллионов в год нам бюджет выделяет,
мы направление определили, и комиссия работает принципиально в том смысле, что прежде чем рассмотреть проект или выделить средства, комиссия выезжает на места. А комиссия состоит из различных ведомств. И они изучают состояние того хозяйства, хозяин которого подал на рассмотрение проекта. И после того, как это изучается, получают одобрение, и проект уже по категориям проходит. В основном это растениеводство, это выращивание субтропических наших культур. Мы, не выделяя средства именно подателям проектов, то есть крестьянам, мы весь их проект обеспечиваем тем, чем они нуждаются, начиная от материалов, там, скажем, проволоки для ограждения, колышки, все, что необходимо, если что-то строить, то стройматериал мы приобретаем и помогаем строить, технику предоставляем для того, чтобы обработать землю. Одним словом, все эти мероприятия проводит государство. То есть для того, чтобы приобрести материалы, тоже проводим конкурс на тендерной основе по закону о госзакупках. Немного занимает время, но я считаю, что это правильно. Там исключается всякого рода коррупция, скажем, там, если так говорить. Поэтому я думаю, что проект наш очень даже благополучно работает. Мы в этом году готовим отчет о 3 лет, которые мы прошли, сколько земли было освоено, сколько предприятий было создано, рабочих мест было создано. И исходя из того, что мы сделаем, мы хотим предложить руководству страны в следующем году увеличить финансирование. То есть хотя бы на 100%, то есть не 100 миллионов, а 200 миллионов. Это значит в 2 раза увеличиваются те предприятия, хозяйства, которые мы создаем. Как часто выезжают представители комиссии? Может быть, вы лично выезжали и сами наблюдали? Вот было бы интересно, если бы вы поделились впечатлениями и тем, что вы ожидаете от того или иного проекта. В этом году мы еще не приобрели и не включились в то, чтобы хозяйства еще не созданы, не создаются. А вот 2022 года они уже работают, и поэтому были созданы несколько групп, которые по всем районам поездили. И я вам скажу, что глаз радует в основном. Те предприятия, где лично я с группой был, в Очимчирском районе, Гуйрыбском районе, Сухумский район, это первым долгом молодые наши люди создают небольшие предприятия. Вот, например, в Сухумском районе, в районе Акапа, ребята вот с нашей помощью создали небольшой цех, построили здание, цех по переработке сельхозпродукции. Самое вот, актуальное сегодня, что вот мы говорим, проблема переработки там, о том, что продукция портится. То, что они вот в селе Акапа, тот район, где это находится, там 1-2 поселка, они смогут обеспечить прием всей продукции. Начиная от хурмы, от мандарин, от фейхоа в основном, все той растительности, которую люди имеют, закупать и перерабатывать. То есть мощности этого предприятия позволяют. Это не завод, это не огромная линия, это небольшой цех, где работают 5-6 человек. Но оборудование современное, которое мы им помогли купить, приобрели, здания они привели в порядок соответствующее, то есть построили. То есть, одним словом, всем стандартам соответствует, и ребята вот уже с получением первого урожая начнут в этом году работать. Вы будете им помогать со связями вот по реализации вот этой уже думаю, переработанной продукции? Что это будет за продукция, что она будет собой представлять? Я вам скажу, эта вот продукция будет в основном это джемы, повидлы разные, может, соки, но они таких больших объемов, чтобы за пределы Абхазии вывозить, пока у этих предприятий нет. И поэтому они в основном будут работать на внутренний рынок в летнее время, да, и в любое время, когда есть круглогодичные, там, скажем, пансионаты или того типа, как в Очимчирах недавно открылись, с ними заключат контракты, и натуральные, экологически чистая продукция они могут поставлять круглый год. Это можно уже достичь, если правильно выстроить. То есть это уже зависит от них, от их договоренностей. Да. И когда есть продукция, уже легче разговаривать, тем более, что на внутреннем рынке там проблемы границы, перевозки, там платежей, такого нет. Они могут поставлять в том виде, в котором необходимо. Там у них есть для расфасовки этой же вот продукции стеклянные банки, пластиковые. Но одним словом, это предприятие готово. На какую сумму профинансирован этот проект? Там где-то около 3 с лишним миллиона, потому что по переработке у нас возможность есть такая, более миллиона финансировать. Нужно было построить небольшое здание, новое здание в хозяйстве, приобрести оборудование, и вот сами они, ребята, вроде разбираются в технике, специалисты разобрались,
И сейчас вот мы довольны были тем, что увидели, что ребята с таким энтузиазмом, там 3 ребят, молодых ребят, и привлекают еще для работы 2-3 человека в сезоне, это 5-6 рабочих постоянных мест. То есть это где ребята вот в сельской местности будут заниматься именно вот производством, промышленностью, если так можно сказать, и актуальными темой. Также мы смотрели очень территории в Очимчирах, заняты под теплицы, заняты под новые культуры для нас, например, такие как голубика. Вот в селе Лашкиндар очень тоже приятно удивило, что ребята на 5 гектарах отличные плантации голубики. Они уже урожай получают. Как раз, когда мы приезжали, они занимались сбором, то есть люди работали. Такие же проекты по различным многолетним культурам, хурма, мандарины по районам, где мы, самое главное, в принципе, это не занимать территории там, где выращивали кукурузу или что-нибудь другое. Это, то есть, открывать новые земли, то есть в оборот вводить новые земли. Это небольшие для хозяйства, там до гектара, может, 2, полгектара, но это постепенное увеличение. И там уже вот каждый год увеличивается именно та земля, которая будет находиться в обороте, что очень важно. У нас 30 тысяч гектаров примерно на это залежи. А залежи – это уже несколько лет неиспользуемые земли. Вот то, что нам необходимо использовать. То есть голубика, какие-то еще ягоды, да, производятся? Клубника, и голубика. Что касается бахчевых, вот какова ситуация? Бахчевые мы 2 проекта вот ребятам помогли, которые вот изначально семенами помогли для вот выращивания арбузов, дыни. Но бахча уже почти на подходе, но бахча ребята сами тоже вот традиционно занимаются без помощи государства. В основном это Ачимсийский район, такие как вот Кинг, село Кындык, Тамыш, Пакваш, вот такие села, в основном восточная сторона. И я думаю, что эти ребята всегда, вот как если заметили, то чуть позже, чем российская продукция, но она появляется на абхазском рынке уже местная продукция и вытесняет импортную продукцию. Но многие нам подсказывали, почему бы не запретить ввоз, скажем, вот тех же арбузов, но оно может повлиять на, конечно, ценовую политику. Но запретить ввозить продукцию, не имея своего, нет смысла, наверное. Поэтому, когда у нас на магазинах и сейчас уже появилось в рознице, в продаже арбузы Краснодарского края, нельзя запретить, тем более у нас соглашение с Россией, а про то, чтобы платежи не вводить пошлины на производимые и в России, и в Абхазии сельхозпродукции. И поэтому мы не можем там использовать, скажем, например, пошлину ввести для ввоза арбуза. Другое дело, что вот наша продукция появляется, она практически уже смысла нету российского завозить, и люди перестают завозить. Как-то повлиять на границы и запретить, я не знаю, насколько да. Не в этом дело, просто казалось, что, допустим, наши будут ли конкурентоспособны в тот момент, когда они выйдут на рынок, по качеству, полно по качеству они конкурируют. По качеству российская продукция уступает, конечно, но Россия в полях, используя технику в больших массивах, выращивает эту продукцию в Краснодарском крае, и она практически в это время очень дешевая. И вот именно ценовая политика заманивает того, чтобы этих предпринимателей завозить. Можно, конечно, повлиять, ущерб нашим каким-то, может, отношениям или что-то, но я думаю, что нет необходимости. Все равно, когда появляется наша продукция, практически наши предприниматели, кто занимается торговлей, им невыгодно, и они перестают завозить, потому что их продукция практически не идет. То есть приоритет дают... Она залежавшая в России, ее же тоже сняли с поля, неделю хранят, потом везут, дорогой, все остальное. А тут свежая продукция с огорода попадает прямо на продажу. И поэтому она... как бы свою они конкуренцию выдерживают. Кстати, вот такой вопрос. На прилавках Абхазии, как в магазинах, так и на рынках, зачастую привозной продукции очень много, да, сельского хозяйства. Найти то, что произведено в Абхазии, иногда или невозможно, или оно в очень маленьких количествах. Что вы можете сказать в этой связи? Есть ли возможности для насыщения нашего рынка нашей же продукцией? Для того, чтобы, конечно, насытить нашу продукцию, наш рынок местной продукции, нужно изначально именно намного увеличить финансирование именно
крестьянских хозяйств или вот предпринимателей, которые занимаются выращиванием. То что сейчас есть, те финансы, которые вы сейчас это недостаточно. Поддерживаете, какие-то предприниматели, это этого небольшая мало, да? сумма, но 100 миллионов это не развитие сельского хозяйства, это поддержание фермерских крестьянских хозяйств, небольших. То есть вот это помощь крестьянам на селе, но отнюдь не развитие сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства требует больших миллиардных вложений для того, чтобы действительно вот сразу через 2-3 года сельское хозяйство могло бы вытеснить продукцию, вытеснить, конечно, импортную продукцию, замещение, и чтобы это сразу видно было. Но, тем не менее, я вот скажу, тенденция к тому, что постепенно наша продукция вытесняет импортную продукцию с прилавка, это хоть и медленными темпами, но оно существует. Потому как все-таки наши крестьяне все больше новой продукции и больше тех однолетних, в основном вот я имею в виду ягодные культуры и огородные. Но в то же время я хотел бы сказать, что вот были большие споры, когда мы разрешили через границу по реке Ингур завозить определенные виды продуктов. Это имелось в виду для наших проектов, скажем, саженцы субтропических культур, которых в России нету. Мы отнюдь не имели в виду, что нужно наладить какую-то торговлю с Грузией или что-то, но это процесс уже 30 лет проходит. Просто когда-то оно шло легально, потом опять, когда запретили, прошло в нелегал. То есть неучтенная продукция все равно поступала к нам на рынок. И сейчас мы просто это видим, и наши таможенные службы то есть берут, контролируют, сколько видов продукции, какие виды проходят из тех разрешенных, и берут плату, то есть бюджет поступает уже от этого вида, от этой деятельности, уже какие-то средства. Это сейчас происходит? Да, происходит, да. Но в то же время смысла нету той продукции, которая есть в Абхазии, завозить, скажем, с территории Грузии или Турции. Это просто к нам на рынок попадает та продукция, которого у нас не хватает, недостаточно. Ну, может быть, какие-то моменты есть, когда наши производители, какие-то единицы занимаются возделыванием той или иной культуры, и они не могут его реализовать, скажем. Но это не значит, что вот эта вот процедура влияет на это. И поэтому то, что там происходит на границе, ничего антизаконного нет, и оно никаким образом, наоборот, стимулирует. Это необходимость для проведения нашей программы. То есть мы из России получаем то, что необходимо, но есть продукция субтропической культуры, саженцы, например, в России не выращивают, мандарины, там, чандлер, вот, орехи там, или другие. Поэтому нам приходится покупать с Турции в основном, но через Грузию. Это путь такой вот более дешевый. Поэтому там это происходит. А так, я думаю, что все больше крестьян, это что отрадно, вовлекаются в эту программу. И если в следующий год вы в курсе, что приняли в этом году... Только хотела спросить. Да, закон о сельском хозяйстве, да. И указано в этом законе, там есть статья, где гласит о выделении из бюджета не менее 5% от общего местного бюджета развитию сельского хозяйства. Это примерно получается, если перерасчет из нашего местного бюджета брать, где-то до 500 миллионов. Но сказать честно говоря, сегодня наш бюджет является, государственный бюджет является в основном социально направленным. Это касаемо зарплат и всего остального. И поэтому 500 миллионов не представляется возможным сегодня выделить развитию сельского хозяйства из нашего бюджета. Поэтому это, наверное, будет перспективой в будущем. А в этом году мы хотим попросить хотя бы на 100%, чтобы увеличили финансирование, то есть не 100, а 200 миллионов. А вот эти 5% мы же рассчитывали, вернее, как-то мы говорили, что уже со следующего года это будет происходить. Ну, закон вступает в силу, правильно, да, но исполнение именно этого закона в виде вот того, что не менее 5%, это практически невозможно. Невозможно, потому как необходимо будет наш и так бюджет дефицитный, и еще дополнительно изыскать, скажем, 400 миллионов, тогда как и 50. А сельское хозяйство, наверное, конечно, должно быть приоритет, но у нас и в плане энергетики, но в основном это выплаты зарплат, пенсии. У нас каждый год увеличивается пенсионное обеспечение нашего населения, так как возрастное
население участников войны подходит уже к тем, когда начинают получать пенсии. Вот, скажем, я просто по себе скажу, что я уже должен, так как участник войны, скажем, ветераны, а у нас инвалидов много, первый, второй, третий, все они обеспечиваются пенсией, поэтому возможность такая, конечно, очень затруднительная, поэтому мы понимаем эту ситуацию, мы не требуем 5%, как бы, хотя имеем такого морального права, но при формировании бюджета будем как бы вести переговоры с формированием бюджета с Минфином. Думаю, что пойдут навстречу руководству, чтобы увеличить это, именно вот финансирование по сельскому хозяйству. А так это все небольшой процент участия в сельском хозяйстве. В основном наши надежды на инвестиции. У нас очень много предложений, особенно в восточной стороне, это по Галскому, Чимчирскому району, инвесторы, которые хотят заняться сельским хозяйством, выращиванием сельхозкультур, таких забытых, к сожалению, нами культур, как эфиро-масличные культуры, они уже серьезные инвесторы, которые готовы вложить не 100 миллионов, да, из России, россияне, и с участием наших граждан совместно, они готовы вложить сотни миллионов, до миллиарда рублей, освоить тысячи гектаров для того, чтобы построить завод эфиромасличный. Сейчас вот переговоры идут, если это очень серьезно будет, мы, конечно, пойдем навстречу, постараемся найти для них подходящие территории в восточной стороне, чтобы это производство заработало. Оно работало. Эфиромасличные культуры — это традиционные были культуры, как технической культуры, герань, базилик, роза, все это выращивалось и крестьянами, и хозяйствами, скажем, такими, как совхозами, колхозами. И поэтому сегодня в той же форме, которая есть, скажем, частные предприятия смогут этим заниматься, и они очень актуальны. То же самое и по восстановлению цитрусовых хозяйств. Есть несколько предприятий, наших инвесторов, которые уже в Гале вот занимаются, восстанавливают уже около 200 гектаров. Они смогли освоить те, которые были уже утеряны практически для нас. Это вот направление работает. Это инвестиционная команда, не команда, а вот направление, на которое мы возлагаем большие надежды, предоставляем им возможность. Они аккуратные налогоплательщики, аккуратные вот в том, что в основном стараются привлечь местное население, которое вот должно работать в этих местах. И поэтому, я думаю, это направление правильное. Это основное. А вот то, что из бюджета, это вот, конечно, это стимулировать именно подсобные хозяйства, именно в селах, частные подсобные небольшие хозяйства. Но инвесторов это не интересует, потому что им большие проекты нужны. А мы должны именно вот, чтобы в хозяйствах люди могли себе обеспечить. Какие-то интересные инвестпроекты на западе республики есть? Инвестпроекты в сфере сельского хозяйства. На западе республики, конечно, там в основном, конечно, связаны с курортом, но тем не менее по нашим проектам они в основном это не по нашим местным, не инвестпроекты, а по развитию сельского хозяйства. Нашей программы участвуют столько же, но в основном это по переработке, скажем, вот небольшие цеха создают, в основном сушен, да. А вот инвестпрограммы, их больше, там территории земли все-таки меньше. Вот в Кудоутах более-менее они привлекательны для этого, но в основном это Гальский, Чимчирский район, и Ткварчал, вот в новых районах внизу. Вот. Экологический фактор как учитывается, вот, допустим, при строительстве вот этого эфиромасличного Они абсолютно не влияют на экологический фактор, потому как это не безотходное производство, это получают экологическую продукцию, такую растительность, перерабатывают, получают техническое масло. От них не было вреда и в советское время, и сейчас не может быть. Просто получают небольшое количество. Вот, например, скажем, эфиромасличный завод, который мог целый год работать, он мог произвести не более тонны 2 продукций, то есть какого-то технического масла, которое имело большую цену золота, скажем, да. Поэтому, чтобы там были отходы или имеющие последствия экологической катастрофы. Это в медицине используется, да? Это в медицине используют. Ароматерапия, там какие-то... Технические, да, и используются в таких тонких, как в самолетостроении, там вот, да, технически вот то, что производилось или там, насколько я помню тогда, и в основном парфюмерии, конечно.
Ну, будем наблюдать. Очень интересный проект. Спасибо вам большое за информацию. Мы говорили с министром сельского хозяйства Бесланом Джопу о том, какие задачи сегодня необходимо решать в сфере сельского хозяйства и как с ними справляется ведомство. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».